Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Праздник Покров Пресвятой Богородицы посвящен явлению Богоматери к стенам Царьграда, окруженного сарацинами. Согласно житиям святых, Пречистая Дева расправила свой плащ и укрыла им город, что спасло его жителей от захватчиков. В иконописи это событие отражено в узнаваемом образе Богоматери, держащей свой покров над народом, защищая тем самым его ото всякого зла. В честь покрова Пресвятой Богородицы в нашей стране названы сотни церквей и храмов. Дата от года к году не меняется, этот день всегда отмечают 14 октября. В крестьянском быту покров знаменовал собой окончание полевых работ и приход зимы. Покров кроет землю то листом, то снегом, говаривали на Руси. Охотники же, которые были в лесу на добыче боровой дичи, возвращались домой. Устраивали гулянье и отдыхали перед началом пушного промысла. После праздника Покрова начиналась охота на пушного зверя. Погодные приметы. Зима приходит на Покров, говорили наши предки. Этот праздник – первый в череде зимних народных и церковных торжеств. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по погоде в этот день судят о том, какой будет наступающий. Какая погода на Покров, такая и зимой будет. Если ветер дует с востока или запада, жди суровую зиму, если с юга – мягкую, если с севера – снежную. Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят, зима будет легкой, снежной. Если останутся, придут сильные морозы. Журавли улетели до наступления праздника, зимой будет холодно, после него тепло. Снег выпал на Покров, Дмитриев день, 8 ноября, тоже снежный будет. Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет. На Руси в этот период традиционно начиналось время свадеб, весь урожай был собран, работы в поле останавливались, закрома были полны заготовок, а значит появлялось время задуматься о личной жизни. Какая девушка раньше всех в храме в этот день свечку Богородица поставит, та быстрее всех замуж выйдет. Незамужним девушкам в этот день было принято ходить с платком на голове, покровом, который символизировал помощь Богородицы в поисках суженого. За кем юноша на Покров ухаживает, кто и скоро свататься придет. Свадьба в Покров день к крепкому браку. Снег в день свадьбы к счастью и взаимопониманию. Снег выпал на Покров, к большому количеству свадеб до Великого Поста. Что можно делать на Покров? Посетить всеночное бдение, в ночь с 13 на 14 октября, чтобы праздник с Божьей благодатью встретить. Испечь пирожки и булочки, угостить ими гостей и соседей, верили, что искренняя щедрость в этот день приводила к достатку в будущем. Накрывая праздничный стол, не забывать о домовом, миску с молоком прятали за печку, чтобы задобрить домашнего духа и заручиться его поддержкой перед холодной зимой. Как следует принарядиться, а женщинам, и замужним и незамужним, покрыть голову в знак уважения к празднику. Топить печку ветками фруктовых деревьев, тогда в доме всю зиму будет, что нельзя делать на Покров. Как и в другие большие праздники, на Покров не принято работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Единственное исключение – приготовление праздничного обеда. Ни в коем разе нельзя отказывать в гостеприимстве. Чем более радушный прием гостям вы окажете, тем больше достатка будет в доме. Нельзя ругаться и сквернословить. Время праздника для чистых помыслов, составления планов, радостных надежд. Покров не выпадает ни на какой пост, поэтому на столе может быть все что угодно, включая мясо и молоко. Однако стоит воздержаться от чревоугодий. Само слово «покров» у наших предков ассоциировалось с фатой или платком, который обычно носили замужние женщины. С праздника Покрова Пресвятой Богородицы начинался зимний свадебный сезон.
Поэтому в народе считали, что пары, решившие сочетаться браком в этот день, ждет долгое и счастливое совместное будущее. Можно ли гадать на покров? У Русской Православной Церкви на этот счет вполне четкое мнение: нет, нельзя ни при каких обстоятельствах. Гадание и прочие магические ритуалы от лукавого, и увлекаться ими не стоит. Однако множество обрядов, позволяющих узнать будущее, до наших дней сохранилось. Гадали обычно девушки, которые хотели узнать имя своего суженого. И сегодня некоторые особо любопытные в ночь перед покровом находят строки древних гаданий и взывают к потусторонним силам. Делать это или нет – ваш выбор, однако стоит помнить об отношении церкви к такого рода развлечениям. Что сделать до покрова? Наиболее важные дела, которые старались завершить не только в древности, но и до сих пор. Предки считали, что до 14 октября необходимо обязательно срезать капусту с грядок. Для этого обычно выбирают сухой день с теплой погодой. Говорят, что небольших и непродолжительных заморозков кочаны многих сортов не боятся. После праздника обычно начинается пора засолки. К этому дню считалось обязательным навести в доме полный порядок. В избах тщательно мыли. Последовать этой традиции могут и современные хозяйки, например, сделать в квартире генеральную уборку. Покров день связывают с окончанием сельскохозяйственного года. К этому времени все работы в огороде советуют завершить. Садоводам перед зимой рекомендуют провести уборку на участках, обработать их от болезней и вредителей, внести удобрения. В первой половине месяца многие проводят обрезку кустарников и высаживают чеснок. Растения готовят к зимовке. Некоторые считают, что порядок следует навести не только в доме и огороде, но также в жизни в целом. Отсюда еще один совет: по возможности завершить начатые дела и проекты. В сей день мы, православные люди, торжественно празднуем, благословляемые Твоим, Богомате, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, о спасении душ наших. Ныне Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо молится за нас Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же с пророками ликуют, ибо о нас молит Богородица предвечного Бога. Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим покров Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на воздухе за нас Христу молящуюся. В покров Пресвятой Богородицы от всей души желаю жить под покровом мира и счастья, встречать каждый день с добротой души и любовью сердца. С праздником, дорогие мои!